Дороги, связь, медицину, перспективы сельхозпредприятий, строительство новых объектов и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях Интинского округа, на прошедшей конференции Коми народа. В этом году из-за пандемии коронавируса встреча была организована в узком кругу с соблюдением всех противоэпидемических требований. С сельскими жителями встретились руководство округа, депутаты, представители межрегионального общественного движения Коми Войтер. С приветственным словом по видеосвязи к участникам конференции обратился депутат Государственного совета Республики Коми Александр Попов. С большим удовольствием приветствую всех участников конференции Коми народа муниципального образования ИНТА с началом работы. Интинские села – это место, где живет в основном коренное население, место, которое дало начало Инте, и место, где сегодня сохраняются традиции культурные, хозяйственные, семейные. По роду своей депутатской деятельности приходится заниматься часто проблемами и коммунального хозяйства, и связи, и благоустройства наших сел. Не все получается с первого раза, но вместе с администрацией муниципального образования удалось за истекший период реализовать некоторые направления. Я надеюсь, что Владимир Алексеевич об этом расскажет. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев выступил с подробным докладом и презентацией о том, какая работа в Интинском округе была проведена и какие вопросы еще предстоит решить в ближайшее время. Первое, что хочется отметить, за последние 2 года удалось сохранить инфраструктуру сел. Все учреждения и предприятия на селе работают. Уверен, несмотря на все трудности экономического характера, уменьшение численности сельского населения, почта, магазин, ФАП, клуб в селах должны быть. Самая большая на сегодняшний день задача в рамках вопросов сохранения инфраструктуры на селе – это строительство школы в селе Петрунь. Здания деревянные, ремонтировать конструкцию смысла нет, надо строить новую. Был выделен участок, но который не прошел согласование в республике. В рамках рабочей поездки в село Петрунь выбрали новое место. Будем снова готовить документы, чтобы попасть в адресную инвестиционную программу. Работу эту прекращать не будем. Будем делать все от нас зависящее, чтобы в селе появилась современная школа-сад. В своем выступлении мэр Инты рассказал о транспортном обеспечении. Количество авиарейсов в этом году уменьшено на 7 вылетов. Руководство города направило письма в Коми Авиа с просьбой вернуть прежнее количество. Что касается графика полетов, то нарушений было немного, в основном из-за плохих погодных условий. На оборудование и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги ежегодно предусмотрены средства в бюджете города с условием софинансирования из республиканского бюджета. Вахтовка в зимний период ходила по расписанию. При поддержке главы Республики Коми Владимира Уйва приобретен трекол, который в непредвиденных случаях заменял вахтовку. Также в рамках социального проекта «Доступное село» фирма «Востем» приобрела специализированную технику снегоболотоход «Бронто», который используется для льготных категорий граждан. Поддерживается дорога к пристани 35-й километр. На ремонт и содержание этой автомобильной дороги в бюджете было выделено 500 тысяч рублей. На сегодняшний день при поездке в Петрунь мы увидели, что до пристани много ездит не газовиков, а людей, которые вывозят металл на берег. Поэтому сейчас рассматриваем вопрос ограничения такой техники, чтобы она нам не разбивала дорогу. Если они ездят, будьте добры, платите за разрешение, чтобы мы эти денежные средства направляли на обустройство этой дороги. Связь и интернет. Вместе с вами нам удалось сделать большой задел на будущее. В этом году в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» в селах Петрунь и Косиом построена волоконно-оптическая линия связи. В селе Петрунь подключены к сети интернет, ФАП, пожарный пост и школа. В селе Косиом ФАП и школа. В Абизе к стабильному интернету подключен ФАП. К стабильному интернету по спутниковой схеме силами Ростелеком подключен ФАП села Одзьваом. Что касается перехода
прихода сотовых операторов. На данный момент ведутся переговоры с одной из компаний по установке базовой станции в селе Петрунь. Это не быстрый вопрос, поэтому предлагаю всем населенным пунктам подключиться и поддержать участие села Петрунь в программе Министерства цифрового развития. Адресная программа, утвержденная приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, по организации услуг сотовой связи с возможностью доступа к сети интернет будет реализовываться уже со следующего года. В эту программу включено село Петрунь. На портале госуслуг до 15 ноября проходит голосование за населенные пункты, в которых в 2022 году будет установлена эта связь. Мы вместе с вами можем повлиять на то, чтобы именно в селе Петрунь в следующем году появилась мобильная связь и мобильный интернет. Благодаря проекту «Народный бюджет» и активным жителям в селах Интинского округа выполнен огромный объем работ по различным направлениям. Отремонтированы памятники, артезианские скважины, установлен комплекс уличных тренажеров под навесом и многое другое. Стоит отметить, что в этом году в селах реализовано в 2 раза больше проектов, чем в прошлом. По линии народного бюджета сооружена спортивная площадка. Мы очень рады этому, занимаемся. Произведена отсыпка улицы Приполярная по ГС длиной около 1,5 километра. Осуществлен ремонт замены крови, окон и дверей, утепление 2 артезианских скважин. Приобретено оборудование для выпуска газеты «СОЖ» села Петрунь. Силами тепловой компании при финансовой поддержке администрации городского округа Инта и личном участии в организации работ главы городского округа Маго-Инта, руководителя администрации Владимира Алексеевича Киселева, был установлен новый котел, котельную, уже 2-ю с 2019 года. Произведена замена прогоревшей дымовой трубы на новую, более высокую и экологическую безопасную. Также в сентябре 2021 года в селе Петрунь был по заказу Ростелекома подведен стекловолоконный кабель и подключен интернет в социальных объектах, но не во всех. Выражаем искренние слова признательности сотрудникам администрации города Инта и лично главе городского округа Маго-Инта, руководителю администрации Киселеву Владимиру Алексеевичу и всем тем, кто хоть в какой-то мере сопричастен к выполнению колоссального объема работ. Делегат села Петрунь Наталья Атимасова озвучила на конференции как положительные моменты, так и отрицательные. В селе и рядом расположенной деревне Роговая необходимо наладить стационарную телефонную связь. В плохую погоду она отсутствует. Также люди просят построить новый ФАП и школу. А на вертолетной площадке помещение для пассажиров. На некоторых участках стоит привести в порядок уличное освещение. Жители поселка Юстыдор недовольны работой управляющей компании «Азимут». Дворы в неудовлетворительном состоянии. Самая ужасная картина наблюдается возле дома 13. Дорога разбита, огромные ямы. Машины уже ездят по тротуару. Скоро и разрушится оно. ЖЭК «Азимут» не собирается заниматься ремонтом дороги. Кто ответственный за это, концов мы не нашли. Свою обязанность платить коммунальные платежи мы выполняем исправно, надеясь, что и соответствующие службы будут исправно делать то, что они обязаны. Скоро будем отмечать, в кавычках, конечно, юбилей 15 лет следующей проблемы Юстыдора. Состояние дороги на въезде в поселок. Яма, как была нашим достоянием, так и осталась. По этой дороге каждый день курсируют школьные и рейсовые автобусы. О рейсовом автобусе номер 5. Большое спасибо, что сохранили количество рейсов, что водители очень ответственно относятся к работе, придерживаются расписания. Но у нас немножко возникла проблема небольшой корректировки расписания. Мы предлагаем на 11:10, который выезжает с Воркутинской, перенести на 10:10. Таким образом, населению удобнее будет попасть в поликлинику на прием к врачу, службы заказчиков, тепловую компанию, водоканал, ну, если перечислять все организации, которые работают. Еще хочу от имени жителей обратиться к нашему депутату Зиновской Марине Александровне.
об организации приемных дней один раз в месяц в поселке. Это люди просят, потому что они, если честно, не видят депутата. Жители Абизи поблагодарили руководство Инты за поддержку и содействие в разработке проектов для участия в программе «Народный бюджет». Долгое время в плачевном состоянии находились будки артезианских скважин Абизи и Ярпияга. Теперь эта проблема решена. Приобретено оборудование для пекарни в поселке Абись. Отремонтирован памятник участникам войны. Проводились и небольшие ремонты тротуара, крыш домов по вокзальной улице. Несмотря на то, что население с каждым годом уменьшается, люди не чувствуют себя забытыми и брошенными со своими проблемами. Есть подвижки в их решении. В этом году на конференцию Коми народа жители Абизи вынесли вопросы, связанные с благоустройством, некачественной мобильной связью и отоплением в клубных учреждениях. Конвекторы не обогревают наши учреждения до нужной температуры. От этого у нас постепенно портится техника. По-прежнему остается нерешенный вопрос помещения для Дома культуры в поселке Абись. Наше предложение по поселку Абись. Замена и восстановление водосточных канав и труб. Благоустройство возле спортивных площадок во дворах. Жители деревни Абись Ярпияка просят, первое, сделать дорогу от станции Марков до Ярпияка. Это у них дорога жизни. Еще им нужно, просят для детей сделать хотя бы небольшую детскую площадку, поскольку летом приезжают дети, и они играют во дворе старого детсада, а там только домик. И ребята очень хотят площадку с качелями, с горками, прямо вот как в городе. Есть в Абизе мобильная связь, но ее качество желает быть лучшим. Жители сельские обращаются по улучшению установленной связи. Проблем на селе много, и решение их мы видим в совместной работе местного населения, администрации города, учреждений и общественных организаций. Надеемся на то, что озвученные нами вопросы будут и дальше реализовываться. Благодарю за внимание. От имени жителей сел Касьювом и Адзивовом, которые не смогли принять участие в конференции Коми народа, выступила член исполкома межрегионального общественного движения Коми Войтер Галина Терентьева. Накануне во всех отдаленных населенных пунктах Интинского округа прошли сельские сходы, на которых люди обозначили все насущные вопросы, связанные с жизнедеятельностью сел. Касьювом отмечает положительную полную замену опор линии электропередач. Это был вопрос многих конференций, и в этом году выполнено. Что же отмечают касьювомцы как необходимое? То, что просят включить в план мероприятий на 2022 год. Это обращение к главному врачу Интинской ЦГБ Копченковой о приобретении передвижной машины маммографа для диспансеризации жителей отдаленных сел. Они отмечают плохое состояние клуба. И, наверное, этот вопрос нужно тоже включать в план мероприятий, чтобы найти помещение для сельского клуба. Адзивовом. Поскольку это самое отдаленное село округа, в протоколе больше отмечено проблем. Например, плохое качество связи, ветхость линии стационарной связи, не работает ни один канал, требует ремонта таксофон, и для мобильной связи недостаточно зоны покрытия, поэтому доступна связь не всем жителям. При обустройстве и содержании зимней дороги адзивомцы просят устанавливать вешки, потому что после метели можно просто заблудиться. В этом году 3,5 месяца в селе не было медработника. Летом, когда приезжают из города в отпуск, количество жителей достигает до 150 человек, более 50 из которых дети. Поэтому в отсутствие основного работника просто необходима замена. Это очень острая тема для села. Также жители обращаются в ООО «Северстройинвест» об увеличении рейсов по вывозу мусора из села. Прошлой зимой не успели вывезти полностью. Также адзивовомцы отметили на своем сходе необходимость довести до конца, до края села работы по уличному освещению, по строительству трапов и по необходимости отсыпки проезжей части и спусков.
Вместе с тем слова благодарности прозвучали в адрес руководства Центральной городской больницы и мобильной бригады врачей, администрации города за организацию социальных рейсов по Зимнику, отсыпку и ямочный ремонт дорог, тротуаров, памятников и покупку триммеров для покоса травы. Руководитель интинского представительства межрегионального общественного движения Коми Войтер Ольга Круть подготовила доклад о реализации проектов по народному бюджету и плана мероприятий, посвященных празднованию столетия Республики Коми. Не состоялись из-за ковида брендовые массовые мероприятия Инты, это праздник оленеводов ТРПКР и фестиваль «Сельские самоцветы». Но в каждом учреждении, организации, предприятий Инты и сел округа организовывались акции, мероприятия, воплощались проекты и творческие задумки. Сельские, городские, дошкольные и общеобразовательные учреждения активно реализуют образовательные и дополнительные программы по изучению коми-языка, национальной истории и культуры. Учащиеся и педагоги успешно участвуют в различных конкурсах не только на муниципальном, но и на региональном уровне и очень часто побеждают. Среди многочисленных побед интинцев одним из самых ярких стал выигрыш нашей команды в проекте телеканала «Юрган. Достояние республики», в котором приняли участие все муниципалитеты региона. Инта оказалась самой сильной и получила главный приз – детскую спортивную площадку. В ближайшее время игрокам предстоит вновь собраться, чтобы решить, где она будет установлена. Председатель МОД Коми Войтер Алексей Габов, посетивший Приполярье и принявший участие в конференции, рассказал о работе исполкома общественного движения, которому в этом году исполнилось 30 лет. Я считаю, для истории это огромный проделанный путь и много что сделано. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. За 30 лет вы знаете, что везде созданы представительства по всей республике Коми и за пределами республики Коми. В этом году мы ездили, впервые прошел форум Ассоциации финно-угорских народов России. Значит, помимо этого, в ноябре месяце будет очередной съезд, где поднимаются проблемы, которые и у Коми населения республики, и у других наших финно-угорских друзей пересекаются. Это язык, это изучение языка, это проблемы СМИ и так далее. Руководитель движения Коми Войтер Алексей Габов, также возглавляющий республиканский агрокомплекс, рассказал о проблемах и перспективах сельхозпредприятий в Интинском округе. По словам Габова, за последние 4 года агрокомплексу Инта Приполярная на развитие было выделено порядка 500 миллионов рублей. Обществу с ограниченной ответственностью Абись – 12 миллионов рублей и около 10 миллионов обществу с ограниченной ответственностью Петруньское. Требовалось принять грамотное менеджерское, предпринимательское и социальное решение, подчеркнул Алексей Габов. В итоге зарегистрирован резидент арктической зоны общества с ограниченной ответственностью Интинское, который предполагает объединить все 3 сельхозпредприятия. Уже разработан бизнес-план. Что сейчас сделано по Инте Приполярной? На сегодняшний день, уже я в ближайшее время думаю, что будет вывеска, перевезен полностью весь центральный офис, который находился в Южном. Для чего? Огромное от птицефабрики доставшееся помещение отапливалось, оно было очень дорогим, дорогостоящим. Мы переехали вот прямо на площадь, рядышком сюда. Это Сбербанк на 3-й этаж, скоро вывеска там появится. Первый момент. Второй момент. Мы отключили от отопления практически 70% помещений и ужались в тех помещениях, которые нам необходимы. Ежемесячно выходила оплата по Инте Приполярной 1 200 000 только за отопление и порядка 700 000 электричества. Конечно, в таких условиях предприятию было очень тяжело выживать. По словам Алексея Габова, кроме сокращения расходов, уже заключены договоры на поставку оленины и колбасных изделий в Москву. Самая главная задача – это увеличение объема реализации выпускаемой мясной и молочной продукции. В 2022 году в поселке Юстыдор планируется строительство нового небольшого молочного комбината мощностью 1000 литров в сутки. По подсчетам специалистов, на его возведение понадобится порядка 7,5 миллионов рублей. Также предполагается в следующем году построить цех по переработке оленьих внутренностей. Если раньше, на протяжении всего этого времени, внутренности выкидывались, москвичи, вы знаете, здесь
или какие-то местные предприниматели из внутренности делали корм для собак, из копыт делали корм для собак. Все это красиво упаковывалось, вывозилось. Сейчас принято решение, что мы это сами можем перерабатывать, сами реализовывать и создавать новые рабочие места. Что касается шкуры, вопрос очень-очень тяжелый, честно скажу, специалистов очень тяжело, но это на перспективу, и я вижу, что необходимо в любом случае заняться переработкой шкур. Сейчас лежит за 3 года неиспользованные шкуры у ИНТы Приполярной. Дал я задание провести полный анализ, перебрать все шкуры, что с ними происходит, в каком они состоянии. Прошли переговоры предварительные с финнами, и те шкуры, которые будут в этом году и которые с тех годов остались, планируем отправить их в Финляндию. Сейчас нашли уже некоторые выходы, и у меня есть уже образцы, я получал, какие шкуры обратно к нам вернутся. Идеально выработанные шкуры. Договорились без денег, 1 к 7. То есть 7 шкур отдаем, 1 хорошую получаем. Чтобы сельхозпредприятие жило и развивалось, необходимо решить довольно много вопросов. Среди них возврат субсидий на возмещение части затрат на молоко, выделение средств на строительство и ремонт коралей. Для этого представителям Интинского отделения Коми Войтер необходимо выйти с инициативами в Министерство сельского хозяйства Республики Коми. Также пришла пора задуматься о кадровых проблемах. Порядка 35% оленеводов в Коми – пенсионеры. По мнению Алексея Габова, чтобы привлечь молодежь в тундру, им должна оказываться государственная поддержка, как, например, молодым врачам, учителям, приехавшим работать в сельскую местность, или выплачивать дотации, как оленеводам-ненцам, представителям малочисленного народа. По итогам конференции составлен проект резолюции, в который вошли все вопросы и пожелания. В завершении мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Нескольким жителям Интинского округа были вручены благодарственные письма городской администрации и МОД Коми Войтер за активное участие в проектах, посвященных столетию Республики Коми. Необычный творческий подарок преподнесла участникам конференции Коми народа ученица 3-го класса гимназии номер 2 Лидия Юрьева. Девочка зачитала рэп, посвященный столетию Республики Коми. В Республике Коми я родилась, здесь живу, про нее вам расскажу. Приднаем 8 января 1921 год. Сюзеренский съезд коммунистов идет. Коми республику он создает. И начинается Новый год. Время идет, и вот уже 100 лет республики Коми моей. А что же знаю я о ней? На гербе птица, женщина и 6 лосей. Красота и сила республики всей. У флага синий, зеленый и белый цвет. Простор, надежда и страха нет. Столица, город, Сыктывкар. 8 главных городов. Богатство, люди и газ. Страна уповает на вас. Поможем Родине сейчас, пока не кончился запас. Фельдшер Морозов 20 лет руководил, многое построил и нас вдохновил. Куратов, первый коми-поэт, умер молодой, но стихи его не стали золой. Прочту отрывок из творчества своего не спеша, пусть порадуются душа. В землях Коми то мороз, то мошка да мухи. Если некуда тащать, пухнет с голодухи. Коми холодом богат, а хлебами нищий. Но зато мы комарам служим сытной пищей. В республике Коми я родилась, здесь живу, про нее вам расскажу. Сегодня в республике 2 человека на 100 километров живет. Но будет все наоборот. Когда мое поколение подрастет, тогда все здесь отцветет. В республике Коми я родилась, здесь живу, про нее вам расскажу, ведь я ее люблю.